Ну вот, ребят, я готовлюсь ужинать. На ужин сварил не то овсяные хлопья, не то ячневые хлопья, что попалось. Чего себе магазин там отсырел. Вот. Не жалея, бахнул туда масло. Сварил в своей посуде, в своей банке. Вот. Ложка отсюда. Тщательно снегом помыл, так как мыши тут, конечно, лютовали. Освещение вам скажу. Фонарик у меня и лампы еще зажег. Ну, как видно. Спокойно отужинаю. И просто буду лежать. Не знаю, когда я засну от усталости, от всего этого. Когда переутомление у человека, тоже сразу мало кто, наверное, засыпает.
Ну, эту кашу я, конечно, всю не съем. Очень много получилось. Но самое то, соль самое как раз. Сварил чай, скипятил там целый термос у меня кипятка. Это на сегодня. Это мне хватит. И на завтра еще чайник будет кипятка. Потому что с утра, чтобы не возиться со снегом, я сегодня все подготовил. Завтра проснемся, быстро-быстро позавтракаем и уже будем идти обратно домой. Навигатор у меня выключен. Не знаю, сколько прошел, но примерно, наверное, 17 километров сегодня прошел. 17 километров, но намного тяжелее, чем вчера. Вчера было легче идти, во-первых. Сегодня уже снег намного хуже держит, ребят, поверьте мне. И вот погода меняется, давление меняется, вот, и, скажем, вот может быть до обеда вот снег не держит, после обеда резко может там все поменяться и уже снег не держит. Что влияет, не знаю, вот оттепель, вот сейчас на улице, ну, знаете, вот, на минус от силы 2. Но ощущение такое, что вообще как будто 0. И что еще сказать? Еще хочу отблагодарить, конечно же, Антона за все это, что у него есть изба, немножко подлатали крышу, и у него много дров после охоты осталось. Конечно, я потрачу на чурки 3-4. Но на улице не холодно и много топить не стану, жарко. Я сейчас разденусь, просто я уже дверь приоткрытым надо оставить. Сейчас чайник закипит, и я на медленный огонь поставлю. Ну, как бы одно полено закину, пусть тлеет и все. Вот. Очень много прошел сегодня. Видел одного глухаря. Вот я так и не понял, он в лунке был или же просто возле дерева где-то, он просто взлетел и вот налево он улетел куда-то. Но чтобы вот искать, вот скажем, вот но недалеко дерево, вот ты лыжней идешь недалеко, скажем, 4 метра. Но все равно 4 метра туда, 4 метра сюда. И в такую погоду, когда вот плохо держит снег, каждый метр, вот лишние метры, это я сегодня сколько лишних метров, вот я направление сюда, скажем, по навигатору, а ты обходишь одно дерево, второе дерево, бывает там вот действительно 4 метра туда сходишь, потом обратно, везде такие завалы. Зимние походы в эту сторону, но она у меня, блин, что-то вообще как-то столько завала, вообще жесть. Просто по другому пути я хотел сходить, но у меня сил не хватило. Еле-еле дошел до этой избы. Еле-еле. Я хотел еще больше круг, думаю, у меня сил. Но 15 километров в расчете было. Я прошел, наверное, 19 или 17. Примерно так. 17 точно прошел. Надо по навигатору посмотреть. Горячо. Вот. Что еще сказать вам? Я не знаю. Просто не знаю. В принципе, немножко там по пути включался, там что-то говорил, показывал. Но чтобы часами болтать, тоже людям многим не нравится. И минимум стараюсь как-то разговаривать. Ну, лес у нас такой вот однотонный, густой. Чтобы вот с дальнего расстояния что-либо показывать, ну, не получится. Хоть там зумом камерой, что вот с экшн камерой. Еще же я видел кополуху.
за целый день, вот я все время, когда это пришел, я тоже прокручивал в голове, что видел, где видел. И да, действительно еще Копылуху. Значит, глухаря видел, Копылуху видел. Ну и рябчиков, наверное, больше 10 сегодня я видел. Рябчики есть. Это обнадеживает. Значит, если они есть, значит и будут весной, и значит будут птенцы, там и осенняя охота, думаю, получится хорошая. Так что выжили, перезимовали. Я уж давно, я с октября месяца, с ноября вообще я, не стреляю. Просто не стреляю. Сегодняшняя охота, вот сегодня, как по ходу охота такая получается. Я пошел на разведку, взял карабин в надежде добыть волка по волчьим следам, но даже свежего волчьего следа я и не увидел. Только вот странный след какой-то я, и для вас показал. Там уже напишите, что за след. Такой, параллельный такой вот следы. Потом как сказать, между следами расстояние небольшое, сантиметров 30. Похоже на росомаху, я так думаю. Могу ошибаться, но диаметр лапы не меньше 7 сантиметров. Вот такой след. Все, больше никаких следов, но не считая там белки, куницы там и зайца еще видел. Здесь уже недалеко, доходя до избы, там свежие следы у зайца еще были. Все, больше ничего. Последний раз, когда я здесь ночевал, последний раз. Бывало, я ночевал один, а вот последний раз, когда ночевал, тут мы ночевали 3 человека. Я пришел один сюда, и еще пришли 2 охотника. Вот. Я как бы пришел в избу, рюкзак оставил и пошел дальше охотиться. А вернулся, уже тут был, как сказать, охотник сидел, печку затопил, уже суп сварил, такая, на горячий я пришел. И у него напарник, он поздно вернулся. Вот. На следующий день мы тоже, они в одну сторону, я в другую сторону ушел. Вот так и ночевали, весело было, конечно. Я помню еще тот вкус супа, который я ел. Вот именно с этой тарелки, не знаю, видно, не видно, большая тарелка. Вот мы ели этот суп. Я так налегке, чтобы заморачиваться этими супами, там еще. Вот я сегодня хлопья взял 5 минут. Готовности 5 минут, ребят. Вот такие походы, лучше этого, думаю, нет. Чем картошку там таскать или еще что-то. Не ждите, вот, скажем, вот я в поход пошел сейчас, не показал вам как-то готовку или еще. Какая может быть тут готовка, если по-настоящему ты ходишь, бродишь и я не знаю, как убитый, возвращаешься усталый, недоваркой, просто вот это быстро-быстро съел и скорее бы уже просто раздеться и просто лечь и мышцы, чтобы расслабились, и все. С непривычки устаешь, поверьте мне. Это понятно, когда ты каждый день вот ты, как сказать, на охоте, там, на лыжах или еще. Тогда уже эта усталость, там, меру вещей бывает. А я сейчас редко выхожу на охоту. А это так, поход получился вот такой. 3-дневный даже. Сегодня уже 2-й день я брожу. Завтра уже только будем ломать к бурану. Но целый день тоже придется идти. Надо всегда рассчитывать свои силы. Перед тем, как выйти из дома, надо 100 раз подумать.
почувствовать свой организм. Знать, вот скажем, вот ты сможешь выдержать эти 3 дня или насколько ты идешь. Подведет ли нет твой организм. Это все надо знать. И на авось не надо выходить в одиночку. Ни в коем случае в тайгу. В случае что, все, хана. Честное слово. Никто не спасет тебя. Замерзнешь и возвышение, как я сегодня без воды там. Я вот с утра вышел, и я вот первые 10 метров прошел, я уже чувствую себя. Иду и чувствую. Я себе сказал, что я 15 километров сегодня пройду. И я смог это сделать и прошел даже больше. Если не чувствуешь, ну знаете, вот если нету азарта такого к охоте, к ходьбе, ты никогда, если вот скажем, возьмешь напарника, ему это не интересно. Ему это не интересно, идет за тобой и вот спустил голову, так идет, зачем, куда я иду. Он полпути, он устанет. Он просто устанет и будет уже ныть, там ему надоело, давай возвращаться, давай пить чай, давай сделаем костер, давай еще что-то там, мозоль у меня в ногах. И я лично вот этого как бы не хочу. Поэтому я один. Всю жизнь как-то так получается, что один. Я сам себе как бы, как же это сказать, сам себе в чем уверен, тем и пользуюсь. Вот так. Я еще, когда выходил из дома, у меня лопатка, заклинила от того. Вот как же это было-то? Знаете, вот. Просто за компьютером я сидел. За компьютером. Но что-то монтировал для вас фильм. Уже поздним вечером. Уже ложились спать. И вот с левой стороны, у меня с правой стороны обычно лопатка там бывает заклинивает. А там слева что-то вот как-то. Сперва одну точку вот как-то. Как будто током ёбнуло. И потихоньку вот начало вот все расширяться, это боль. Чик-чик-чик-чик. Потом я думаю, так шевельнулся, она в свое место встанет, все свое место. А да ни хрена. Я лег и все еще больше начало тянуть. Как сказать, я ортофен выпил и даже 2 ортофена. На утро встал, думаю, все прошло. И днем тоже хреново стало. Ну, я сам себя сейчас начал лечить. Знаете, вот, начал себе уколы делать. Ну, и бахнул так укол. И все рассосалось, наконец-то, думаю. Думаю, смогу, не смогу вот выйти в поход. Потом еще переждал, день прошел. Через день, наверное, я уже... Думаю, собрался. Жена говорит, давай хоть сделай уколы, там, сходи в больницу, там, дней 5 полечись. Ну, думаю, я смогу. И, в принципе, все. Так вот. Я уже думаю, завтра уже, как сказать, если все нормально будет, все нормально, и уже дома буду. А дома, знаете, вот домой, вот сейчас ты на взводе, вот ты идешь там усталый, но идешь, упорно идешь, надо дойти до избы. А как домой возвращаешься, ты, знаешь, расслабляешься и все. Там болит, здесь может заболеть, там сюда. И я вот с осенней охоты, вот осенняя охота у меня примерно, ну сейчас месяц не получается, но вот, ну, примерно от 15 дней, вот. Может, прошлый сезон, наверное, почти 20 дней я охотился. И знаете, вот, каждый день ты выходишь в тайгу, каждый день вот ты ходишь один,
тоже вот до усталости бродишь, и тоже вот все напряжено у тебя. А как начинаешь уже собираться домой, все мышцы расслабляются, и знаешь, блин, думаешь, как я это сделал, как я столько километров прошел, как я смог охотиться столько дней там. Понятно, скажем, если через день там выходишь в тайгу, там через день баня у тебя или еще что-то там, расслабляешься, выпиваешь по вечерам, расслабуха такая. Но когда ты вот целыми днями вот ты ходишь или приходишь с охоты и возле избы там крутишься, вот тогда все мышцы начинают там, ну, блин, как сказать. Ой, ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. Одним словом, если не уверен, сиди дома. Лес слабых не любит. Слабых не вообще он забирает, много жизней уже он забрал. И на охоте, и просто вот так. Просто бывает там замерзали люди и уходили, не возвращались, терялись. Между прочим, сегодня я 2 раза пугался. 1 раз, но первый раз так, не особо. Я вот иду, все белым-бело, и такой вот, как сказать, такой вот, ну, метров 70 примерно от меня, такое вот, как же, черное что-то. Я думал, это выворотни, но она что-то выворотни. Потом, дай, думаю, посмотрю. В оптику посмотрел, смотрю, блядь, морда этого, медведя. Потом еще раз посмотрел да ни хрена, думаю, не шевелится, да. И знаете, вот так, там, оказывается, выворотень, сверху такой снежный, я потом снег увидел, сверху снег, и так сучья от выворотня в мою сторону там елка стояла, и сучья так вот показалось, что вот силуэт, прям силуэт медведя, вот прям, ну я не знаю, как я в интернете смотрел, у меня фонарик сдох. Ох. Ну, надеюсь, видно, сейчас буду заканчивать. Вот, это, как сказать, ну не должно быть медведя, в принципе не должно. И это обман зрения. Это часто, сегодня несколько раз такой обман зрения было. И второй вот момент был, возле ручья, здесь уже где-то вот, ну, шел. Потом такой звук интересный какой-то. Вот, бывает, звук услышишь и сразу понимаешь. Скрип, рев, писк, еще что-то. А здесь что-то такое вот я услышал, что вот у меня, знаете, вот сердцебиение охуительно стало. Вот, знаете, вот начало все, сердце так бьется, и прям в голове так пульсирует. Я в реальности испугался, думаю, это медведь, блин. Потом замер так, стою неподвижно, и над головой там, блин, оказывается сосна, и на сосне вот сухостой такой, завалилась на него, и ветер шатает, и такой скрип такой, блин, похожий на какой-то вот, я не знаю, напугал меня конкретно. Вот такие истории, ребят. У меня лампочка, как сказать, надо пауэрбанку подключить, подзарядить. В принципе, что еще рассказать? Да ничего не буду рассказывать. Немножко показал, поснимал. Продолжение будет завтра. Сейчас я пока не остыл, я буду сейчас ужинать и отдыхать. Все. Встретимся завтра и все, наверное. Пока. Все хорошо. Я в теплой избе, самое главное. Я дошел до избы, я буду отдыхать. Завтра, где будет ловить связь, я первым делом позвоню жене. 10 полторашки бутылки я закажу лимонада или кваса. Я так хочу пить. Вот жажда не могу удалить. Я взял подушку, конфеты, а сахара не хватает.
Не могу напиться воды. Пока, до завтра.